Алмазбекович, у вас есть вопросы? Да, у меня есть вопросы. В своем выступлении вы отметили, что налоговый кодекс стоит гораздо выше, чем Конституционный закон о Национальном банке. Вы так считаете? Нет, я так не считаю. Я имел в виду, уточню свое выступление, здесь я имел в виду, что не только налоговое законодательство содержит норму о том, что мы имеем право получить сведения, составляющие банковскую тайну, но и отраслевое законодательство, банковское законодательство также содержит такую же норму. То есть я имел в виду, что эти два вида законодательства не противоречат, а наоборот дополняют друг друга. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. А какие меры предусмотрены для защиты конфиденциальной информации, передаваемой органами? Со стороны органов налоговой службы? Да. Но в своем выступлении отметил, еще раз повторюсь. Не, кроме системы ответственности. Это уже понятно, Да, что да, вы да, сказали, что все должностные лица, которые, да, получают эти сведения, несут ответственность, в том числе уголовную. Да, Кроме этого. Кроме этого, мы в полной мере руководствуемся этой статьей 64, и у нас эта статья на самом деле уже сам по себе защищает эти данные. Там есть норма о том, что государственным органам... Где хранятся эти сведения? Я так как эти бы уточню. Во-первых, хранятся в информационном... насколько обеспечивается безопасность Всё этой понял. системы вот в этих вещах? Понял. Да. Кто имеет доступ, Да, да. право, какие эти, да, что? Понял. Сведения хранятся в информационных системах органов налоговой службы. Они у нас проложены закрытыми каналами, то есть, если объяснить простыми словами, с любой точки, где имеется доступ к интернету, попасть в нашу систему невозможно. Каждый год со стороны Государственного комитета национальной безопасности осуществляется проверка безопасности данных. Это закрытые каналы, то есть любой человек, имеющий доступ к интернету, естественно, доступа к нему не имеет. Не будет физически возможно получение данного доступа. А в части, кто будет иметь доступ к данным системам, то, как я уже отметил, у нас функционируют разные структурные подразделения, и каждому должностному лицу структурного подразделения предоставляется доступ только к тем модулям, которые касаются его деятельности. То есть, примером, есть отдел проверок, есть отдел взыскания. Сотруднику отдела взыскания не предоставляется доступ к информационным системам и модулям, которые относятся к ведению отдела проверок. И наоборот. То есть, когда я говорил о том, что мы даем заключение, когда назначается новое должностное лицо в территориальный орган, допустим, центральный аппарат должен предоставить ему доступ. У территориальных налоговых органов нет возможности предоставления доступа к информационным системам. Это делается централизованно со стороны центрального аппарата. Приходит запрос о назначен новое должностное лицо, мы должны предоставить ему доступ к тем системам, с которыми он будет работать. Профильное управление центрального аппарата дает заключение. Да, действительно, это должностное лицо назначено. Да, действительно, это должностное лицо имеет право доступа к данным системам. И только после этого управление цифровой трансформацией предоставляет доступ. Еще есть вопросы? Да, и еще у меня один вопрос. Вы в своем выступлении указывали то, что в будущем будут внедряться такие системы, что если на счет поступает систематически постоянно какие-то пополнения, то он будет в зоне риска подпадать. Да. Есть ли такая возможность, что человек, который не причастен, то есть физическое лицо, будет под подозрением и будет под проверкой его? Вопрос ваш не понял. Можно повторить? Разумеется, любое физическое лицо может стать объектом у меня нет вопроса. риска.
Конечно, он будет в зону. Проверят, если он ни в чем не виноват, что эти платежи не связаны с какими-то занятием предпринимательской деятельностью, там, уклонением от налогов или других каких-то криминального характера действий, то, разумеется, это все покажет проверка. Все. Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы? Просто нет. Пожалуйста, Миргуль Расклубековна. Вот сейчас более-менее стало понятно, что все-таки после вашего выступления часть 2 статьи 146, да, нашей статьи оспариваемой, реализуется, ну, как бы, реализуется пунктами 24-25 порядка предоставления банками, платежными организациями, операторами, которое было утверждено 4 июня, да, в этом году, Да, да. в 2024 году. Вот. И будет ли, насколько вы сказали, что будут некие опции, да, в этой информационной системе, что не все попадут под рискованных субъектов, да, как вы сказали, так? Не все попадут. А какие опции могут быть? То есть максимально надо сделать так, чтобы, как представитель, обращающей стороны, говорил о том, что какие могут быть риски попасть туда добросовестным налогоплательщикам, да. То есть какие опции вы предполагаете, кроме того, что вы сказали, будут в этом порядке? Ой, не в порядке, а в информационной системе, да. Ну, вот пока закладывается вот только систематическое поступление. Систематическое поступление, то есть от какого-то количества будет попадать в перечень рискованных субъектов. Только одна опция, да, получается? Одна опция? Одна, да? Так, и есть еще вопросы? Да, пожалуйста, Кракель Джамилевич. Скажите, пожалуйста, вот я правильно ли понял о том, что на сегодняшний день практическая реализация части 2 статьи 146 оспариваемой нормы, да, находится только лишь на стадии разработки, Да. то есть всех необходимых механизмов, правовых и так далее, да. Получается, что до этого времени вы не приступали, да, к этой стороне, практическим аспектам реализации это, или не было востребованности практикой, как вы скажете? Да? Дело в том, что после принятия изменений в статью 146, ну, там заложено, что порядок взаимодействия будет утверждаться Кабинетом министров по согласованию с Национальным банком. Данный порядок был разработан со стороны органов налоговой службы, но именно этот порядок согласовывался со всеми коммерческими банками. У нас сейчас на сегодняшний день функционирует 21 коммерческих банков. Он очень долгое время согласовывался, то есть и Национальный банк участвовал, и коммерческие банки участвовали. И до принятия данной нормативной основы для разработки информационной системы заняло очень долгое время. И вот как я отметил, он был принят только в июне месяце 2024 года. После принятия сразу же перешли к разработке информационной системы. Спасибо, понятно. Да. Вот если мы посмотрим тот порядок, который мы обсуждаем, да, он как бы вышел в реализацию части 2 статьи 146. Везде написано по запросу уполномоченного органа. То есть этот режим предполагает только ту информацию, которую запрашивает налоговый орган, или автоматически все действия всех банков должны будут передаваться в режиме реального времени? Нет, 146 статья, сама она разделена на несколько видов возможности получения информации, то есть это по запросу органа налоговой службы, во-первых, во-вторых, через решение суда, и третье это в режиме реального времени. Допустим, вот подпункты А, Б, части 1 146 статьи, они только по запросу. Мы направляем запрос, и на этот запрос в течение 3 рабочих дней банк отвечает.
Если говорить об операциях физических лиц, тогда это мы уже обращаемся в суд Понятно. и посредством судебного акта Мгм. уже обращаемся в банк. А А в режиме? вторая часть это в режиме реального времени, то есть на постоянной основе. То есть банки должны будут постоянно предоставлять информацию о о платежах. движениях счетов, Нет, о платежах. о платежах. Да. Есть еще вопрос? Тогда у меня есть к вам вопрос. Вот только сейчас вы начали отвечать на вопросы, которые интересуют судей, что вторая часть – это совершенно другая сфера, или как вы разделили, что это самостоятельная Да. форма работы налоговых органов. То есть, правильно, да? То есть весь массив платежей в режиме онлайн должно поступать в налоговые органы. Вы сейчас сказали, что разрабатывается информационная система Да. для того, чтобы из всего этого массива, который невозможно, скажем, проанализировать человеческим ресурсом, Да. которыми располагают налоговые органы, да, что для этого необходима информационная система. Вот почему мне интересно, да, в связи с чем, скажем, эта норма уже принята, когда? Она принята в 23 году, да, вторая часть 146 статьи. А вы сейчас работаете только вот над созданием, да, вот этой автоматизированной системы, да. Вот смысл тогда в чем был? Наверное, сперва последовательность такая должна была быть. Сперва нужно было разработать какие-то механизмы, да, которые бы работали с тем, вот как вы на сегодняшний день работаете. После того, как принята эта норма, к вам же поступает весь массив, правильно, да? Нет, сейчас В онлайн. Нет, сейчас не просто. Сейчас поступает. Нет, нет. То есть вы хотите сказать, что эта норма, вторая часть 146 статьи, не работает? Да. И к вам не поступает весь Нет, массив это. У вас на сегодняшний день есть ну, такие реальные технические возможности принимать от всех банков в онлайн режиме ежесуточно всю информацию о платежах совершенных? Сначала на первый вопрос Да. ваш отвечу, уважаемый суд. Как я сказал, вот порядок был утвержден только в этом году. Почему мы ждали этот порядок? Взаимодействие возможно несколькими разными способами. То есть, возможно, это возможно через какого-то посредника, допустим, Түндүк. Или же это возможно через присоединение к системам уполномоченного налогового органа. И как раз таки этот порядок определил, что вот 10-й пункт, который говорит, банки, платежные организации, операторы платежной системы в целях предоставления информации о совершенных платежах в режиме реального времени обязаны обеспечить электронное взаимодействие путем регистрации в информационной системе уполномоченного налогового органа. То есть этот порядок решил, то есть принятием этого порядка было решено, что таким образом мы будем получать, будем взаимодействовать с банками. Поэтому мы были вынуждены дождаться принятия данного акта и после уже приступили к работе. По второму вопросу. У нас есть информационные ресурсы, то есть технические ресурсы у нас есть, поскольку при Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики функционирует наше подведомственное подразделение госучреждение Салық-сервис, который занимается только обеспечением вот этих технических ресурсов информационного характера. То есть они разрабатывают все наши модули, сопровождают и обеспечивают безопасность. И еще один вопрос. Части 1 статьи 146. Ну, одна из форм, скажем, взаимодействия по запросам налоговых органов, банковские учреждения должны предоставлять сведения об операциях, проводимых на счетах проверяемых физических лиц. Правильно, да? И теперь часть 2. В целях взаимодействия банки и платежные операторы платежных систем обязаны передавать в режиме реального времени информацию о совершенных платежах. Я сейчас говорю с точки зрения вообще юридической техники, да?
то есть существование норм. Если к вам поступают все сведения о платежах, все сведения, то есть без исключения, какой смысл еще запрашивать отдельно в отношении отдельных об операциях, проводимых на счетах, если и так эти операции, то есть речь же идет о платежах все время. Вот понятие операции по счетам и платежи. Это одна, как бы, родственные понятия с вашей точки зрения. Да. Если у вас уже есть эти, скажем, сведения, да, то какой смысл вот в этой форме взаимодействия, как мы его называем, об операциях, проводимых на счетах, проверяемых лиц, ну и так далее, и так далее. Я хочу ответить на этот вопрос примером. Миллион платежей, которые будут поступать в информационную систему. Информационная система анализирует этот миллион записей и выделяет нам рискованного физического лица. Ага, Ну, грубо говоря, свою фамилию назову, Джурсунбекова. ага. То есть полученный массив данных позволил анализировать их и вывести степень риска. Если у него есть риск, значит мы берем данные этого физического лица и обращаемся в суд, чтобы получить полный спектр операций, которые были совершены с его стороны. То есть пока что банки, платежные организации, они только о платежах будут давать информацию. После того, как мы отнесем их к рискоориентированным субъектам, через суд мы будем запрашивать уже все данные, все операции. Кому, Все, понятно. с чьей стороны поступило денежное средство и так далее. Понятно, понятно. Спасибо. Нет больше вопросов? Присаживайтесь.